решили, что он якобы не отвечает инструкциям по безопасности. Взял шабит машах рудаш ларихезис. Аф в этой ямтадзинква асеси мифах буяха. Я хотел чек харбанцу. Ага, антута усибалы. Асез ануми пахка ижи бамая зезана. Акцапи хадхкалаз. Яха инахдзирана хаву. Нас яха обстазара. Обсну. Не мешайте туда, не лезьте. Чего вы не сказали, что президента не будет? Как? Молча он уехал. Уважаемые друзья, уважаемые делегаты съезда, уважаемые гости, по поручению комитета по подготовке и проведению съезда разрешите поприветствовать делегатов и гостей на внеочередном 6-м съезде политической партии Амцахара. На наш внеочередной съезд приглашены 1050 делегатов. Зарегистрировано и присутствует 1030 делегатов, избранных от городских и районных организаций партии Амцахара. Учитывая, что многие члены Амцахара изъявили желание принять участие в работе съезда, мы пошли навстречу и решили провести наш внеочередной съезд именно на новом стадионе «Динамо». Мы смогли собраться на этом стадионе для проведения съезда благодаря главе администрации города Сухума, который на наше официальное обращение на проведение данного мероприятия на стадионе дал положительный официальный ответ. Для нас было принципиально, чтобы съезд прошел именно на этом месте, так как до сих пор властями не принят данный стадион по причине, что он якобы не отвечает инструкциям по безопасности. И именно мы, как ветераны, хотим на себе испытать его на безопасность. Я хочу вам сказать, для того, чтобы нам собрать сегодня такое количество людей, для того, чтобы приняли участие на нашем съезде, мы не прилагали больших усилий. Но власти приложили очень много усилий, чтобы сегодня поменьше людей было. Для нас, для проведения нашего съезда, необходимо было всего 200 человек собрать. Но такая истерия была, вы видели, слышали по телевидению, по всем каналам, по всем главам администрации, по всем главам администрации района и сел, чтобы сюда не пришли, что у нас какие-то планы вон выходящие и пугали людей. Но тем не менее, как видите, для того, чтобы провести съезд, очень много сегодня людей собралось. Спасибо вам за это. Учитывая, что на нашем съезде присутствует достаточное число делегатов, мы правомочны начать работу. Разрешите работу 6-го внеочередного съезда считать открытой. Уважаемые гости, уважаемые делегаты, на наш съезд приглашены руководители блока оппозиционных сил Абхазии Бжан-Мне Аслан Георгиевич, Агарба Ирина Шотовна, Ашуба Нугдар Нуриевич, который сегодня отсутствует по болезни, к сожалению. Депутаты Народного собрания парламента Республики Абхазия, представители Совета старейшин, науки, творческой интеллигенции, представители профсоюза. На повестке дня сегодня следующие вопросы. Первое. Принятие нового устава политической партии Амцахара. Второй вопрос. Избрание председателя политической партии Амцахара. Третье. Избрание заместителей председателя политической партии Амцахара. Четвертое. Утверждение программы политической партии Амцахара, которые обещали мы на том съезде. И пятое. Я думаю, главное. О внутриполитической и социально-экономической ситуации в Абхазии.
Спасибо. Алхас Алексеевич избран неочередным 6-м съездом председателем политической партии Амсаца. Возникает вопрос, а почему возникла необходимость принятия, разработки и принятия новой программы? Потому что ныне действующая программа, она была принята сравнительно недавно. Но дело в том, что нынешняя действующая программа, она имела в основном декларативный характер. Итак, что дал нам анализ настоящих нам проблем и как мы собираемся их решать? Я прочту вступительную часть этой программы, этого проекта, чтобы вы поняли наши оценки всего, что происходило. И потом буду потихоньку говорить о путях исправления. Более 20 лет наше государство, Республика Абхазия, с правовой точки зрения является суверенной, а с 2008 года и признанным субъектом международного права. Тем не менее, оно не может сегодня считаться реально независимым и не будет считаться до тех пор, пока не станет экономически самодостаточным, способным обеспечить своим гражданам работу и уровень жизни, соответствующий требованиям современного человека. Сегодня же, согласно официальным статистическим данным, 2/3 трудоспособного населения страны являются безработными. И такое случайное, или не знаю, какое совпадение, и 2/3 нашего доходной части нашего бюджета составляет российская финансовая помощь. То есть, как бы мы красочно ни говорили о своей независимости, наше государство и по сегодняшний день является иждивенцем. Это, безусловно, не означает, что мы отрицательно относимся к России и ее помощи. Напротив, мы помним и ценим ту гуманитарную помощь, которую нам оказывала она во время войны 92-93 году, а после войны в создании основ современного абхазского государства и некоторых даже успехов в развитии экономики. Вместе с тем, мы не смогли развить на должном уровне своей экономики и перейти к самостоятельному решению хотя бы основных проблем, стоящих перед государством. У нас есть все необходимое, чтобы стать самодостаточным государством и решать не только свои проблемы, но и при необходимости быть полезным своему стратегическому партнеру. Такие случаи известны. 20-е и 30-е годы прошлого столетия, период динамичного развития СССР Абхазии, наше государство закупало на заработанные ею средства зерно и отправляло в голодающие районы Советского Союза. Именно такие отношения между соседними государствами, а не постоянно повторяющие слова о дружбе, делают их прочными и партнерскими. Пока же мы, как само собой разумеющимся, ждем финансовой помощи, а власти заняты гаданием, когда и в каких объемах мы ее получим. Ну, здесь мне придется пропускать, наверное. Я не знаю, как мне быть. Тогда вот коротко. Необходимо серьезное реформирование всех сфер деятельности государства. Хотел бы обратить внимание на один очень важный момент, новое, как мы считаем, как мы предполагаем. Согласно Конституции 1994 года, Республика Абхазия является президентской, с очень широкими, практически неограниченными и неконтролируемыми полномочиями главы государства и подчиненной ему исполнительной власти. В Конституции, правда, сказано, что власть состоит из 3 ветвей – исполнительной, законодательной и судебной, которые должны функционировать самостоятельно, осуществляя при этом контроль друг за другом. Но на практике все происходит иначе. Сложившаяся в стране ситуация свидетельствует о том, что президент и подчиненные ему вертикаль власти подмяли и доминируют над 2 другими. Установленная действующей Конституцией форма взаимоотношений 3 ветвей власти не дает возможности своевременно и адекватно реагировать на упущения и ошибки, допускаемые государственной властью.
Поэтому сразу после избрания очередного президента в обществе начинает накапливаться недовольство власти. И вновь начинают жить в ожидании и смены власти и нового президента. А это, как известно, не раз приводило к ситуации неконституционной... Что? Не слышно? Нет, это приводило к ситуации неконституционной смены власти и переворотом. Только благодаря мудрости нашего народа и содействию Российской Федерации это не привело к крупномасштабным кровопролитиям. Потенциальное недовольство властью зарождается еще во время выборных кампаний, но это я его пропускаю. Что я предлагаю? Значит, на наш взгляд, надо продумать о возможности постоянного, регулярного контроля за деятельностью исполнительной президента и исполнительной власти и время постоянно требовать отчет о проделанной ими работе. Вот с нашей стороны, как вообще было бы нормально, что это полномочия более четко прописать для парламента, но события прошлого года, мая прошлого года показали, что парламент не может эффективно бороться с президентской властью и вообще бороться за права нашего человека. Поэтому, как вариант, мы предлагаем, можно будет и другой вариант рассмотреть, предоставить Общественной палате Республики Абхазия предоставление им права предоставлять контроль Общественной палате Республики Абхазия с предоставлением права принимать обязующие решения. Какие именно можно будет прописать в соответствующем конституции, в соответствующем законе. На сегодняшний день действующее у нас процессуальное законодательство фактически дает на откуп прокуратуре и исполнительной власти решать вопросы ареста и освобождения граждан. Вот у нас действует смешанная такая процессуальная система, половина полуамериканская, полуевропейская, а фактически судебные органы не могут реально осуществлять контроль за арестами и освобождениями граждан и привлечением их к уголовной ответственности. На мой взгляд, вот эту проблему надо срочно, мы можем как-то обратиться к правительству, к руководству, срочно вычленить из этого, потому что очень многие люди сидят неправильно, другие освобождаются неправильно. Вот эту систему надо изменять. И еще, значит, вы все знаете, что в течение уже почти 20 лет речь идет о создании Конституционного суда в Республике Абхазия. Он так и не создан. Есть там какие-то поправки, сделанные в Конституции Абхазии, в этом, по-моему, в начале этого года, такие полускрытные поправки, которые не дают возможность реального контроля Конституционному суду контроля за деятельностью президента и исполнительной власти. Поэтому, как предложение, мы это все будем потом еще обсуждать, мы предлагаем поставить вопрос о возможности прямых выборов председателя Конституционного суда, который не будет зависеть ни от президента, ни от исполнительной власти. Я не знаю. Спасибо, Андрей Михайлович. Спасибо большое. А сейчас хочу с основным докладом слово представить о внутриполитической и социально-экономической ситуации Абхазии председателя ПП Амцахара Федзиня Алхас Алексеевич. Бзела Шабет, Хатурску, Яха Амцахара партия Лахулачве, Яха Яхтаз Хасасве. Я вас приветствую, делегатов сегодняшнего съезда политической партии Амцахара и наших гостей на прекраснейшем, фантастическом подводной лодке в степях Украины, а теперь, наверное, уже в степях Абхазии. Сегодня вашим решением было завершено формирование руководящих органов партии Амцахара. Вы утвердили меня председателем,
И я понимаю, какую ответственность подразумевает это решение. Амцахара была создана как ветеранская общественно-политическая организация вскоре после Отечественной войны народа Абхазии. За эти годы наше государство пережило разные периоды, сложные моменты. Иногда они по своему характеру были критическими. Каждый этап в новейшей истории Абхазии ставил перед гражданами страны новые задачи. В зависимости от того, насколько власти адекватно понимали ту или иную ситуацию, положение в государстве, какие меры они осуществляли, Амцахара принимала для себя решение поддерживать власть или быть оппозицией к ней, противостоять конкретным ее решениям или публично их отвергать. По существу Амцахара – первое старейшее в новейшей истории государства общественное движение. На этом этапе мы поняли, что возникла необходимость реорганизации его в политическую партию. И впервые мы заявляем о своей готовности не просто критиковать власть, но и законно за нее бороться. Считаю, что нет никакой необходимости объяснять или подтверждать свое моральное право на честную, открытую политическую деятельность, заявлять о своих целях, добиваться их реализации. Недавно партия Амцахара, Фонд социально-экономических и политических исследований АПРА, Общественное движение «Женщины в политике» и Абзанхара создали блок оппозиционных сил Абхазии. Мы объяснили причины этого объединения и цели. В Абхазии нет людей, которые не понимают, что произошло в мае прошлого года. Год назад Форум народного единства и группа организаций под крылом Координационного совета осуществили государственный переворот. Таким образом, были попраны основы Конституции, грубо нарушен законный порядок смены власти. То, чем мы гордились и демонстрировали международному сообществу и нашим врагам, как пример цивилизованного перехода власти. Мы говорили всему миру, что закладываем основы политической культуры и реально стремились к построению правового государства. Но оказалось, что в стране были и есть силы, для которых жажда реванша оказалась сильнее, главнее судьбы страны. Это понимают все, кроме тех, кто организовал и осуществил государственный переворот, упорно готовился к захвату власти. То, что произошло в мае 2014 года, оценивают по-разному. Кто-то считает, что это государственный переворот, кто-то не совсем законным переходом власти, опасным прецедентом внутриполитической жизни страны. Я сейчас говорю только о тех, кто реально воспринимает произошедшее. Мы разделяем эти оценки, но скажу больше. С 24 мая 2014 года начался процесс уничтожения абхазской государственности. Все, что происходит с того дня по настоящее время, прямое свидетельство этого процесса. Что бы ни говорили и как бы ни прикрывали действующие власти и их ортодоксальные сторонники, суть происходящего именно такова. Республика Абхазия утрачивает государственный суверенитет. К этому ведет политика Хаджинба и его правительства. Они втягивают себя и страну в пропасть, из которой невозможно будет выбраться. Или это станет возможным только через тяжелейшие потрясения. Позавчера в эфире государственного телевидения уже прозвучала открытая угроза. Вице-президент Габня предупредил, что власть не уйдет, что без кровопролития не обойдется. Ни один президент, ни одна власть Абхазии не угрожали так своему народу. Неважно, заявил ли он это с целью психологического давления или подтвердил реальное намерение руководства страны. Угроза прозвучала официально.
Мы это учли. Уважаемые друзья, не надо отмахиваться от происходящего. Надо честно признать реальность, из чего она складывается. Давайте вспомним, с какими лозунгами рвался к власти Координационный совет во главе с Хаджимба, разрушая все на своем пути. Наивным избирателям обещали кардинальные и немедленные реформы. Клятвенно обещали ощутить счастливые перемены буквально на второй день. Но прошло больше года, а мы не видим выполнения обещаний, но видим, что нет и в помине никакой реформы системы власти. Это был обман. Они не для того ее захватывали, чтобы потом с ней делиться. Все зрячие видят, что вместо обещанных полных холодильников наши граждане стремительно лишаются средств к существованию. Вместо кратного увеличения зарплаты и национальной пенсии, создания новых предприятий, рабочих мест, мы наблюдаем развал и без того слабой экономики. По какому такому непонятному принципу определены районы, где учителям немного прибавили зарплату, и районы, которые оказались наказанными. Эти обещания тоже оказались обманом. Они говорили, что приоритет будет отдан реальному сектору экономики. Любимое выражение лидеров бывшей оппозиции. В чем эти приоритеты выражаются на самом деле? В том, что власти ввязались в криминальный раздел рынка сельхозпродукции. В том, что вынудили сельчан продавать урожай ореха по заниженной цене и через своих сторонников скупают всю продукцию. Ввели новые налоги вместо обещанной отмены старых. Власти выделили около 20 миллионов рублей для того, чтобы посчитать и зафиксировать, сколько у сельчан осталось живых коров, коз и овец. Для чего? У нас снова плановая социалистическая экономика? Может, для того, чтобы обеспечить село кормами для скота? Нет, это делается для того, чтобы ввести новые налоги на количество скота и, наверное, на траву, которая она ест. Других объяснений нет. Все слышали за прошедший год, чтобы власти открыли хотя бы одну новую машино-тракторную станцию, обновили дорогу в село, заложили плантацию. Никто не слышал об этом. Мы знаем, что МТС, которые были созданы до прихода оппозиции к власти, уже практически развалены. Тогда спрашивается, в чем политика по развитию сельского хозяйства, реального сектора экономики? Это очередной обман. Мы хотим понять, почему хваленным экономистам и стратегам власти не пришла в голову идея провести инвентаризацию курортных объектов, ввести новые, отвечающие реальности налоги на их аренду и эксплуатацию, вместо того, чтобы ломать спину крестьянину. Ответ напрашивается сам. Потому что самыми доходными курортными объектами владеют свои же приближенные. Почему не пришла в голову мысль ввести налог на роскошь, на супердорогие автомобили? На наших улицах уже пробки. Советские «Жигули» стали музейной редкостью в Абхазии. Вот и потому власть ничего не говорит про пансионаты, дома отдыха, про захват новых земельных участков. Что мешает им начать оценку курортного имущества и принять решение об открытых честных торгах с учетом интересов эксплуатантов, создать реальный механизм, который обеспечит прозрачность процесса, реализует принцип принадлежности народу и его же достояния. Они же, когда были оппозицией, обвиняли богавшие анклава в нежелании навести порядок в этой сфере.
Кто сейчас связал их волю и руки? С самого начала власть радостно сообщала, что в Рыцинском парке наведен порядок, и в результате доходы от него резко выросли. Почти до 1 миллиарда рублей или больше. А у нас вопрос. Если так, то почему в бюджет государства попало только 4 миллиона в виде налогов от этих денег? Куда делись реально положенные платежи? При этом нам говорят, что поток туристов увеличился в 4 раза, а доходы только в 2. Как это может быть? В результате мы имеем очередной обман вместо реформирования и наведения порядка в курортной сфере. И находясь в оппозиции и придя к власти, Хаджимба и его окружение неустанно проклинают кредит, полученный Национальным банком, считают его преступным. Но потом забываются и начинают хвалить самих себя за то, что раздают средства этого кредита на развитие бизнеса. Выходит, что он не украден прежней властью. Господа, вы уже определитесь, этот кредит все же благо или вред. Если вред, то зачем, выражаясь вашим языком, вы продолжаете его распиливать? Тогда будьте последовательны. Освободите народ от ярма, верните деньги кредитору. Это же так просто, но не хотят. Теперь давайте вспомним про обещанную реформу правоохранительной системы. Что можно сказать? Все успехи легко пересчитать по пальцам. За 1 год 3 министра внутренних дел. При этом вспомним, что само правительство поменялось за это время 2 раза. Что еще? Организованное похищение трупов грузинских террористов и побег из изолятора МВД особо опасных грузинских преступников. Это, видимо, подарок властей всем нам ко Дню Победы. Кстати, прокуратура заявила, что побег был совершен путем подкопа следственного изолятора. Но всем известно, что подкопать изолятор невозможно. Там бетонные основания. Вопрос: где расследование инцидента и наказанные за побег? Убийство должностных лиц и рядовых граждан. Почти каждую неделю ничего не известно о расследовании. Разбойные нападения на инкассаторов и грабежи зарплат работников бюджетной сферы. В ответ тишина. Но это неудивительно, если помнить, что власть назначила министром внутренних дел человека, против которого было возбуждено уголовное дело. Я вам отвечаю. Я очень корректный человек и знаю, что можно говорить и что нельзя говорить. Если бы не тот ажиотаж, который был создан вокруг меня, пресс-службой МВД и ее руководством, который длится уже на протяжении нескольких дней. Якобы я использовал автомобиль МВД Республики Абхазия. Если бы этого не было, я про это тоже не говорил бы. Я еще раз повторяю, я достаточно корректный человек. Я хотел бы спросить у прокуратуры, так что с этим уголовным делом, какова его перспектива? Одновременно нас интересует и другой немаловажный момент. Господин Зябшпа первый раз стал руководителем МВД при президенте Багапше. Тогда оппозиция обвиняла правительство в непомерной коррупции, резком ухудшении криминогенной обстановки. Как же случилось, что министр, кто по их тогдашней логике должен быть первым виновником в такой ситуации, вдруг стал перспективным борцом с преступностью? Что случилось с логикой? А мы уверены в том, что прежняя критика бывшей оппозиции была связана с политической тактикой. Не криминогенная ситуация их волновала, а не устраивал конкретный человек, президент. Идем дальше. Сейчас выясняется, что господин Берулава, сторонник и защитник нынешней власти,
прошел квалификационную коллегию судей и готовится стать заместителем председателя Верховного суда Абхазии. Кстати, выяснила ли власть, которая все про нас расследует, где находился ее протеже в период грузино-абхазской войны? Не дезертир ли он, который не выполнил указ Владислава Ардзинба о всеобщей мобилизации? Не скрывался ли он в Грузии? Это очень важный аспект с учетом того, на какую должность двигают этого человека. Особое внимание в данном случае обращает тот факт, что решение квалификационной коллегии незаконно, поскольку при голосовании по кандидатуре Берулава не все члены коллегии обладали полномочиями голосовать. Но для властей это не имеет значения. Они проводят свою реформу. Разве не это имеет в виду российская пресса, когда пишет про нас, что в Абхазии законы не работают, коррупция, преступность зашкаливают, а все решают кланы? Про полноценную реформу судебной власти вообще нечего говорить. Они создали какую-то мышиную возню вокруг поправок к Конституции. И на этом все закончилось. Конституционного суда как не было, так и нет. Вся страна состряслась от обвинений бывшего президента в предательстве государственных интересов путем раздачи паспортов грузинскому населению восточных районов Абхазии. Координационный совет бился в выступлении, лидеры бывшей оппозиции охрипли, крича в рупоры: прошел год с лишним. Где итоги расследования, господа? Где официальные подкрепленные доказательствами обвинения, которые бы оправдали необходимость свержения законной власти? Сегодня власть предлагает выдать грузинам вид на жительство. Они хотят представить это как решение проблемы. Хочется спросить у властей и ее адвокатов: вы действительно считаете абхазское общество глупым, неспособным понимать происходящее? Вы действительно считаете, что проблему можно решить, признав четверть постоянно проживающего населения страны не гражданами Абхазии, а вражеского государства? Вы действительно считаете, что, выдавливая из правового поля огромную массу постоянно проживающих людей в стране, таким образом интегрируете их в абхазское общество, воспитываете преданных соотечественников? Понимаете ли вы все правовые последствия своего решения, создавая фактически пятую колонну? Эти люди, имея вид на жительство, будут узаконенными полноценными гражданами Грузии. По всей вероятности, вы этого не понимаете. Вы просто запутались, используя этот фактор для свержения власти. А придя к ней, не знаете, как выйти из ситуации, или делаете это преднамеренно. А еще, кстати, один вопрос. Правительство заявило о том, что поступила первая партия новых внутренних паспортов, и сейчас ведется работа по созданию новой электронной системы их выдачи. А с 20 октября по контракту в Абхазию начнет поступать электронное оборудование. Об этом заявил куратор проекта, первый вице-премьер Ардзинба. Мы официально спрашиваем у властей. Первое. Почему общество не знает, как проводился конкурс на определение исполнителя заказа? По каким критериям? Второе. Имеют ли какое-либо отношение к исполнению этого заказа фирмы, подконтрольные руководству Кабинета министров? Мы хотим получить конкретные ответы на эти вопросы. Далее. Бывшая оппозиция во главе с Хаджимба обвиняли власти в провалах внутренней политики, в том, что они не заботились о молодежи, не обеспечили работой, жильем, перспективами развития. Ну вот они держат главную роль страны. Кто-нибудь может сказать, что сделано в отношении молодого поколения? Где их работа? Где перспективы? Где борьба с наркоманией и молодой преступностью? Где жилье для молодых специалистов? Зато мы знаем, что вместо всего этого Государственный комитет по делам молодежи выпросили у российских коллег какие-то палатки и радостно об этом нам сообщают. Не совсем, правда, понятно, для чего эти палатки.
Неужели палаточный городок будут строить? Видимо, недавний опыт давит на сознание. А почему бы властям не провести инвентаризацию пустующего жилого фонда, определить квоты для репатриантов, а оставшийся фонд не направить бы в поддержку молодых специалистов в городах республики многодетным семьям? Это разве не реальная забота о молодежи и демографии? Не делают, не хотят, но зато провоцируют захват квартир отчаявшимися гражданами. Еще про внутреннюю политику, обещанные национальные согласия, прозрачность и готовность к сотрудничеству. Все помнят, как накануне выборов Хаджимба и те, кто его тайно и явно поддерживал, боясь провалиться, навязывали общественный договор между кандидатами в президенты о формировании общей команды в случае победы одного из них. Понятно, ради чего этот договор был придуман. Но наш кандидат был искренне готов к объединению усилий в случае его победы и подписал этот договор. Очередной обман общества, политическая нечистоплотность Координационного совета и их лидера обнаружилась сразу после выборов. Про общую команду и национальное согласие было сразу забыто. Мы знали, что так и будет. И не только это. Такая же участь постигла обещание открытости властей при обсуждении важных для государства вопросов. Ни к одному обсуждению не были приглашены представители общественно-политических организаций, не входящих в форум Народного единства или Координационный совет, только свои. Власть хотела подменить реальное участие в этом процессе на какой-то бутафорский совет при администрации президента на клуб болтунов. Если Хаджимба и его окружение считают, что организованная утечка проектов соглашений с Российской Федерацией наше общество воспримет как открытость властей, то они точно не знают ничего об абхазском обществе. Или им наплевать на это общество, на его позицию. Скорее всего, последнее. Потому что заявление Хаджимба о том, что соглашения будут подписаны в любом случае, кто бы что ни говорил, это и есть его отношение к обществу. Нет у него никакого стремления к внутриполитическому диалогу с оппонентами. Он просто не научился за 10 лет оппозиционности вести нормальный диалог. Он умеет только чем-то заверять, обещать и провоцировать дестабилизацию обстановки. Есть люди, которым по природе не свойственно созидать. Вот в чем проблема. Именно поэтому он не в состоянии прислушиваться к требованиям оппонентов, не в состоянии найти компромисс, выполнить данные обещания и публичные клятвы. Поэтому все наши требования, резолюции были проигнорированы властями каждый пункт. Они не знают, что делать, не умеют, не могут и не хотят быть народной властью. Когда они говорят, что создают территорию закона, то, видимо, имеют в виду не только организованные побеги и убийства, но и невыполнение ее назначенцами судебных решений о восстановлении в работе незаконно уволенных. У этой власти своеобразное понимание законности. Мы все видим, что ни тогда, когда шла борьба за власть, ни сейчас, когда власть в руках бывшей оппозиции, не было и нет конкретной программы развития государства ни в одной сфере. Когда нет программы, все разговоры властей – это просто блеф. Уважаемые участники съезда, хочу вспомнить о состоянии отношений с Российской Федерацией, с нашим стратегическим союзником. Год назад, свергая законную власть, Координационный совет утверждал, что ее политика нанесла серьезный ущерб отношениям с Россией. Когда так заявляют, надо приводить конкретные свидетельства и при удобном случае исправить провальные ошибки. Так обычно происходит при адекватной власти. А что мы видим сегодня? Какие ошибки прежнего руководства официально признаны таковыми и как они исправляются? Тот же Габнев в период борьбы за власть заявил следующее: пришло время собирать камни.
реальной проверки, ревизии абхазско-российских отношений. Между нашими странами с 2008 года существует договор о дружбе и взаимопомощи, включающий порядка 80 соглашений. Многие из пунктов так и не работают, не прописаны, не наполнены содержанием и больше похожи на декларацию о намерениях. А теперь разрешите спросить у действующей власти и самого Габния, какие двусторонние соглашения вы подвергли ревизии, наполнили конкретным содержанием, какие пункты заставили работать, дополнили и исправили. Почему вы не порадуете нас конкретными достижениями? Разве не вы давали за свой успех то, что добились общения огромных российских денег? Обещания, многократного увеличения помощи. Почему же вы, будучи в оппозиции, выступали против этого? Как так случилось, что российская игла вдруг при вас превратилась в помощь союзника? Нам говорили, что на эти деньги будет построен реальный сектор экономики, наступит благоденствие, бизнес воспрямит, государство станет суперсильным и независимым. Так что случилось? Где помощь? Не та, которую вы озвучивали, а хотя бы на прежнем уровне. Тишина. Фанфары умолкли, голоса притухли. Но сегодня бывшая оппозиция языком вице-президента призналась, что когда перед выборами она обещала наступление райской жизни в отдельно взятой стране Абхазии, то она рассчитывала на финансовую помощь. Господа, можно у вас спросить, а кто оппозиции мог обещать финансовую помощь в случае победы? Вы же тогда еще не были законной властью. Это случайно не оговорка или проболтались? А мы-то думали, что у вас есть программа, рассчитанная не на иглу, а на собственные силы. А как случилось, что подготовка соглашений со стратегическим союзником вместе демонстрации нового подъема в межгосударственных отношениях превратились в межгосударственный скандал? И можно ли считать шарахание властей в вопросе о нефтедобыче продуманной политикой? Утром президент заявляет одно, вечером другое. Каждое его выступление противоречит друг другу и принимаемым решениям. Они начинают выглядеть унизительным для главы государства, для нормального главы государства. Вот мы считаем, что пора спросить, что решила специально созданная Хаджимбой комиссия по нефтяному вопросу, где результаты ее работы, какие выводы сделаны, что окончательно решил Хаджимба, проект с компанией Роснефть продолжается или прекращается, может ли общество получить четкий ответ. Еще о характере качественно новых отношений. Благодаря особым усилиям господина Хаджимба мы не удостоились хотя бы на одного почетного гостя из руководства Российской Федерации в святой для народа День Победы 30 сентября. Это все относится к так называемым успехам власти в спасении абхазо-российских отношений. Нам кажется, судя по происходящему, что отсутствие помощи и новых проектов, отсутствие инвесторов – это как раз и результат провальной политики Хаджимба в отношении Российской Федерации. Он не смог, вероятно, осилить и там данных обещаний. А чтобы прикрыть этот провал, президент и премьер путешествуют по регионам России, но безрезультатно. Других объяснений у нас нет. Уважаемые присутствующие, ошибки, провалы, откровенные обманы действующей власти можно перечислять до утра. Я хотел напомнить о том, что считаю наиболее важным и очевидным, о том, что невозможно опровергнуть. Открыто заявляю о своей позиции. Такая завравшаяся, запутавшаяся, провальная власть приведет к потере абхазской государственности. Мы не доверяем такой власти. Считаем ее опасной. Власть должна понять, что ей надо уходить как можно скорее.
пока есть шансы не опуститься в пропасть. Считаю, что ситуация не может помочь кадровая чехарда. Отставка правительства, замена одного недееспособного на другого. Других реально дееспособных на скамейке запасных у власти нет. Она банкрот. Чего только стоит вакханалия, устроенная вчера в эфире государственного телевидения. Выступая с экстренным обращением, которое показали в эфире 8 раз, президент заявляет, что использует свои полномочия для защиты безопасности народа и государства накануне нашего съезда. Это продолжение угроз, прозвучавших от вице-президента. Только Хаджимба забыл сказать народу, от кого он собирается его защищать, кто угрожает абхазскому государству. За него это сказали те, кого в лихорадочной спешке собрали на телевидении, чтобы подвергнуть обструкции наш съезд. Устроили идеологическое наступление. Конвейер давал сбой. Передача прерывалась трижды и снова начиналась. Нервы сдавали. Но нагнетание обстановки продолжалось. Мы увидели в этом нежелание власти строить диалог, а ее неспособность. И это диагноз. Уважаемые участники съезда, как вы думаете, можно построить конструктивный диалог с теми, кто игнорирует тебя, не считается своим мнением, обвиняет в общении с представителями российской власти, не способен реализовать данные обществу обещания, кто публично объявляет тебя угрозой безопасности для народа и государства, грозит расправой? Я считаю, что это невозможно. Власть окончательно определилась. Это мы все увидели в последние дни. Определились и мы. Поэтому считаем, что в отставку должен уйти человек, который называет себя президентом. И вся его бригада. Вы услышали наше мнение. Сегодня выскажутся наши единомышленники. И того ведутся. Спасибо огромное. Слово имеет ветеран Отечественной войны Абхазии, инвалид войны Кова Рафаэл, Абгархов, Гудаутский район. Подготовится Когоня Юра Кутов. Ажлар екшаз, ехаш ахайз итабук. Апхер гылана, сара, иштастар стохоп, алхойнаркна псоғынза, сарысчалы изжызу апсара, атако жат хмада, шапхавин отрыштастор. Сара шызжот хасачымс. Сара саржан, ишас козылыстей. Рауль Джумкайпа, Данайва зидыру нажлари рыгыз, атако жилыгыз, асабия. Аказгаму идуқызым, ай бишранам лаги хакон, яхчихаван. Ахауи выстут хаяхана, джена, урухатус конрылаглай, убре хая хапанацо. Ари дырон, атако ша, атахмада инвалид ай бишра, инвалид разанагаз, амат хадхалуб зига, амат укам кочау заходил. Сарвою машейс бадзом, хартам гулахай хасхадзом, ахари ниха, атако зух низкмата пара лухтоу. Айбаши зух бнизкмата, зух низкмата, пенсии хтопа инвалида ниха. А зарплата очикла, а хаким, арт рызык харзпоци, Ерешил ецхозвусов, аре пара корего бабар, драджаби тарцу чешертедил. О, харам зимка харам. Есть дохода,
ورمات شجي جبي تور سرجة سويز شجة أبراي عين رقب جنتاجن جا أيرمان شو أورس أي بشريحات زاج كنتشا هاي بدرنا هالزور حرولي تابابس أي بشراكي بسبج حيايرو أحاوص خوز برجداي أري خوجي شردن دايش داب هاي عزدرتومس ساسا نيزاشني نركنا أي تكرك وسطات يرازنك وشنر رشوت أبستازار شيخ خزحان حيقا هارت يحتقون أبستازار بزي يشربون أخوي قد تاتشو زارن تحلق أيستا تحلق مرون حرا أتاكو زوست دزبشن أبزخيط فكاح يبايقوا أنا عاشق شتسان يزكني شستوتها أمس غاشي يقشو زيري درون بط بقدير ساجي أخاشق شتسجا ويقلد زمزتاي أخا أتاكوش جيجل مودي يرزقوب جاني بسزة دروغ زرقي دزدرودا أخاريوي أتاكوش جخاس لمزما أين فليدجا دن بيشتز أريري وسكو دريشتن يخجد داسني كوب يخجد شاجونا تلفزيون وا وخيوقب شو تسرتسرو أشكون زمانا أبرتيم تسكروب قرت زمان أخاك يزم تختباو وست وحيدها سجابك تاملزر وستيفو حزر سكيشي كوكم شزر هوا يرقى زوما فيني تاك بونيلي هراسة تامز لافك زات سمتر قلوم حيث خشك القلط دكوي تمس القولة دسلت شتز وخاطة داينال وين ورامج دوروسك زميسيلو قالحي أريزن زي شكوبوهي ناس خاجن برقامي يحبوا زنزي شكنا حرح حيوان خو يرادك لون خو أريو اشتان سيتازم جيجر قوام رخخا إبيز شكي جوغاندو كوكرس فرستخو فيتالي قابنيا يخا هاي بشري حاتز حويزة هاتونيزر بقاز هاوي حاتن سرقس إنفاليدو بسحيدوخا أريس سوا أمسرا أبستازارات يخيش با خاكويت رقم لزي أراح ميزشا بزنزز خاكوز تزاو أخورت رزق أفكاعي خشت زابني أسكام قمشوشوش دني Виталик Габня, а командир разведки. Ора разведка шхат хамбадит вот хахакон десиз. А командир разведки псотоп. Айз бахасик Василипа. Яхаярм зорем пигод. Ора нас южу да хахаума. А я на сорчхала. Виталик хизней кудник интуха. И памятку дахи. Ора неужели Саша цезма? ويتبوب حيحب أرتور ميقبابي دزشو يخا سستوني خود شرلا يساحوالا سوكتوش بيوجو شوخ كارج أرتس نيو تيرخو ساحوات تلفزيور ساحو بشود أي مكايشك جسسون حقو سالك أري خجن با يحل مرتي أرتور ميقبابي أخري خجن بيجاو يزمزا كويتي خود أدولي خطخو وتكاد زغاتخو ها إذا الحاج هذه شيخ الزباس وبني هو تربس تموري خاطسود درت أرت دار رجع بشنا إحنا ورقة بحرقته شميل هزن با شكون بزيوق هذا خزون خجيدا خزون تحطيت زون عايش بزيزة شميل هزن با الشجرة هنا بشاب شريتيت ياك ناس مرقديد يا ابخجيت وزري وختان اخا اسكام تشكيلي قمشو سوبيغو اغرغرچيو تيمور ندرايا اخاز بزيا عن خولتز دارن خي جبا بتوقتش يزدروا ايتيت بشجبوت عن خويه عزازاش كونن خرط بس دروا يفيقولوا ويجوا بود أبري
Араса аналога акцари, акшари, аджаба ядуакум. Ахикарш ниети, ихола ирқуад, майку хомгот, майкем сапшжот. Абриома анхаю, иджаба аквакуздо. Ихоп хайм шозер, аргана яхтер. Сараджара матксатана сакуй мергол. Владимир Зантария сара дръцашо. Сохчраш говоршо. Ханохч козизара кано. Харяхта озогдым знаежис күйне хартону бри хатфа. Аре артаклон чакүйне иртан яне адызым хотси. Докторон чажет, еще Поленинский. Инало дера костюм бзеки зархой. Яре хада бсер всех да махабат кднера кавош корхдейс от сейдеро. А инвалид шайбиш инвалид шайнезки хашик. Инрейхана социальный инвалид ша. Юнески ханеже бек инрейхана. Зигапенти заво виниш жбенез керчанза. Яха Рауль Джумкой по абсохата бзея загун хадаталаз абсотас и ухозерите гирджаджина рашамо. Абартрогун хайз гапш бухо, маком зеринак зениз жапш бухо, учитоу цохчико фиро. Сатам забасхара упешас хашгупас царслахам салагар, ицеги схала бахарачкон цецеги чажеро. Арасарес туху, арасарес зохчажез. Абриха президент, аханат ире хвиз шахара ашачажез идерот. Ире хата айзерача азара нистушиви. Варабартиги хото хакумцар. Восқона хакашест зомс халасактудиви. Аха аре яжо жоп хасарагразгом. Аре халат зом редукцету. Я ивергижни йогога. Аклон чаштахи глазер. Ажуанда покамиш хайберхело. Это бог. Абзир сеқалаша ехати айзераду зхалазер хуз. Бзила айзера яшымша генчиқи талаатаха. Асипша айзераква. Рыча айнера. Аяша касхаб. Дарадза ауы ичихентана абасиqo bizbanzan harabreza zigi mezazge zigi hagu ashi katarsu abri ashi ahshu abri hara wi us unabtasna kisra adjajinimet izbanzan hara rkh naqsana rps naqsana abri ahzukulu adil aşağı ökürsüne dere haksan yetez ubırt hara rıcapka hara yaşımşa ceval haku yaşımşa ceval hadu yaşımşa kahtar tepşe akkahtar tepşe kavur tepşe abasa atagılı zaşa hemen hak azaro baka yamui şukuk şop yamui izbanzer azı Yücekhuya ve argum zıhni yaydıkılana haba psı şaraşkalar fşıqaştoş bab akutaş kumpul yoqaştot habas lıqatana ajlar rıjara ari daradza atakadu wari yigwi khwaz ya yulum şo zihoy wari ya wul şo wara washta pınta qınzi nogo aji anuk garatyo وبيقنت سرا يشحر تيستخو بريو حرا حبستا زارجا حرا حبزا زرجا حرا حز خلطز أجلر يرقواتن أورس ده حز خبشي دي بزين يرى عند كرة مجفجة حز خبشي أبا يحاول قلنا يتجي يحخون أبا يتوختن تبخ ميسا جي غحتز
تبخ ماشي زك شحات خزوز حكم شحات خر يخا عند كر بشيك وعند كر دوك يخا أبرا أج خطر حرتون أخا حريح خارو رتشو يزبانزر أمس حيصة حياين حرا أجي حجقم زين سنة يسحو بريوم أمس حرم سحرو بخا ولا وانا جاوبي ولا أبنسيا أبسوا بنسيا خنجت مع كشتلو الحاج أبيني حين خلصك يشمس زحزم دروعي أنا سنة يشاسحو بريوم بكتر جن خوا درد خد جبال يا مختالي جدنا باخس يقرفون سرا خطالة وين يجي بيجي بشوكسا أبريسة أوس جورناليستو كل كيسر بكذا يقام زرجة وسقن بيامتي أنا يشتي بشراشك شوي أبرترقنا سرا يشوكتاز سوى خاطر يقتادك أبس أخم يبكرا أوصل شيء تحسش بيانا قول ويش هذا استكشي حني يجدر ويجقو سنة شاس حويتك ولا أكثر شيء كثر جن خو يتخود زرقوا أخذ بتشخا يجح يرخو يلرجنا أبرياب سولا أبسوا درة ترى تلفزيون يخا وبيتلي خبشة زق جبادة بالا خجب زر ويتبخا أشويت مشرا نقص ينخم قلاشته ولا براقة حرا يشخطوي بشا أبري نبخجارة كاتني يشخطوي بشا بريج خبشنا أبراقة خمينوتك أشعات برزيها درة طريقة بشمينوتك ساعات برزوب نقردو أبري أباس أمش جراكم بوا ولا تلي خبشوبة ويا كتر جنخو يرين فرمات شيمو يرد يبخق يقدر نيقو يجدو أجازت كوا تطوي تسرق خشوب يتجوخا أجازت أكتر جنين أجشه ويدبشو ويزقل جميعكم أشبو خزنة فرتجري يشوف أزجيش تخن دخلش يقصدو زيوي وبري قصدو بريو أو وبري داكر خيتو دزاي من دقتو أرا أتلي خبشرا أمقابل تكون وشيوان ورا ياشا شاشة برياجكونا دارة زخشو يزماز دارة زا أكوليكتيف بزي يتكلون يزماز وين سنوية دك سوم دك سغام خدبسو بزوج يزحو دويتو شو بزحو أبس نزحو وسجوا ويتو شنشقل أقولنا حقا ورا يوم سامون سكاي يرحو الناس أزوج يجك ده شوكل يدركل وشو سخاب بتوقف وبراقة وبريات خباي بشران يبزين الخم يبولجي بجيتي برشنتني وانا قلطونا قلوانا جيوان ميو يقرا نسوي جوج وسقا نزرقا فبقى زخا أبس لقا ورام شمش در نقنا بلا تلفزيون يندل قدر قلن يلحظ فشحب فراجل يبدروي دخا أبريا يبسوزين خاجي جين آخر درة رفقنا و ربسجر في البقو ورا الحيط سرا الحيط أبري دارت السقف حتى شبجاك سرقود يزبنزر الحيط أو الحيط يجلوه خلان الحيط يقبروا بالحيط بسراك بقى لي جرى بسخراقهم جرى يجلقهم ورا يجلوه أبري أيوة يجلدجوا ميدو إن دارفن يزبخورا أو يدوسا يرى خطالة وأحنسي شطرا ويزجزيني مدن زي راب خديش حرتيش تخو بيوب حبس وجلر دوني خاني نباباتي كنا أصدق دحيا دومز يجي ممزلجة وخا أصحش الجني فوزلجة أخا ناملا شكويتها أجاش التامة سريش جيلكاو أبري بحيشي شلبة زبري أبري شلا يحي ورا أبري خا أبري بحيشة أشوفك وقلتي دنوك كلنا أمينوات رشتتنا داد سلبينيفسا دوس جنك زومها أبري لمحي دا برمتي هذا الخمس رقرات خان حبريزيدنت وشيقي دا برلمان دا جبري لزبا خليقان دا شكير وي يليغو يدقم غير حبا وصل ويتها وبرام ميدال جناقنا وقحبنا دي حالي أري أنا قوبريو
ажлар шара ишьҭаху шәҳәала, ҳара ҳазлагар-лагалааит. Ари хәарҭам усуп, дад. Шәыгәрагара ҳцәыӡит иахьатәи аиҳабыра. Шәыгәрагара заҳцәыӡыз убриоуп, шәхымҩаԥгашьа мыжьа ҟашәҵеит аӡәы. Анхаҩы ақыҭаҿ инхо даарыхроуп, акрифароуп, акрижәыроуп. Уара раша гәаҟ ҳауит араша. Хәышә мааҭ ҳәа ҵыԥха ҷыларҭ иуан, уара хәышә. Сынтәа шәиԥшьын ҩажәа мааҭ ҳәа аԥхьа илалаган ԥыҭк ихарга, иҵегьы ҟалоит рҳәан ауаа ироуаз рацәа хәыҷы рҵәахит, уара ишьҭарҵеит. Иуҵәахит аха излоуҵәахуеи, акалԥад урхит ҳарԥаны уаха инеины уҟәаҟәаша уҟажьны иумхны иргот, изгода, аӡәы икуам, аӡәы ишьуам, изыцәшәозеи. Абас еиԥш аҭагылазаашьа ныҟәо сшәыкәыхшоуп ауаа, гәаҟит. Игәаҟит, згәаҟыз убриоуп. Уара, уаха сышьҭалан саныцәо, сыҩнашә, ацаԥха ркны дун ихаан аԥсуа хаҵа иҩнашә аркны уахынла абылқәамҿ аҿынтә дышьҭалаӡомызт, избанзар, иааиуаз ҿиҭуан агәашәаҿы. Бзиала уааибеит ҳәа диԥылон, дидикылон, имаз ичеиџьыхоз иҿеиҵон. Ачеиџьыка афаром иҟоу уажәы ирласны дырҳәны сызбналандаз абриоуп иҟоу. Абарҭқәа зегьы ирызхьаԥшқәоу, абарҭқәа зегьы хаҿы иаагароуп. Уажәраанӡа иқәгылоз акәыҵны ихаҵкысҵеит, ибзиан иҳәеит, агхақәа иҟоуп. Уара ари уажәы изаҳауа, ус ргәы иаанагода, уара абарҭ аами, абарҭ акрыҳәеит агьидахуа иагьаанагом, шәара ҳара иҟаҳҵац ҟаҳҵалап иҳәа, мамоу, унацәкьа анырҳәа баба, уаԥсы ухаҵазар, умаҟа ҿоуҳәозар, ашьыжь угәашәуҭа анҭыҵуа, убӷа ӷәӷәаӡа уҭыҵыртәеиԥш ус ҟаҵа, уи иарбану иҟоуҵо, иарбану иузыҟамҵаӡо ус азыҳәа саҭамзаат ҳәа иҳәаны уанынаскьалак, абри даԥсуа хаҵоуп, ихпатәы ақәиҵозаап рҳәоит, абзиара шәыҟалаац ара уаҳа ишәарҭәоузеи, бзиала ҳаиқәшәааит. Слава имеет Вере Венера, подготовится Зухба Валера. Сыԥсуаа сызгәыхшо, сыԥсынра сызгәыхшо. Сара ара ирымҳәаз акац сҵоҭҳәак, сҳәоҭҳәакәзам аха, сгәы иҵхо, сгәы ԥызжәо сымҳәар ҟалом. Иацы-жәацы ателевидение аԥсуаа ҳазхәаԥшыз, уи згәы цқьоу, аԥсынра зҭаху, аԥсуаа зҭаху, дытәаны лгәы рҭынчны бысҭак лфап ҳәа сгәы иаанагом, убри азы сааит, исҳәарц сҭахуп, рыгәра шысымго, уаанӡа дара рҿы сыҟан, рыгәра згон, обещание ҳарҭақәаз. Абжакәым 1%-гьы рзыҟамҵеит, амыз ҳаржьеит. Аибашьцәа, уахь иҟоугьы, ара иҟоугьы, сызкәыхшо сашьцәа, схәыҷқәа, аԥсуаа, шьыԥқак ашәымҵан, шьыԥқак шәмыхьын, шәнапы еиқәшәырша. Аха, иахьа иҟоу, агабниа ҷкәын, ухаҵазар, аиқәаушьазар, ԥшьаала ухы нарҟәны уаԥырҵны уца. Егьи аиҳабзы иҟоу хаџьымба, Тҟәарчала ашԥамҩаԥугеи, фымыз быжьмыза зарплата рмоуазар, иарбану уара телевизор уқәгыланы, ԥшьышә миллиард, хәышә миллиард, уи сара сҵара зхаӡом, исызҳәом иуҳәақәаз. Иабаҟоу, дабаҟа охранаҿ аус зуо Тҟәарчала бассейн ахь дыргыло. Тҟәарчала аиҳабы Чачхалиаԥҳа лҿы ҳнеины ҳлыҳәеит. Акагь сыздырӡом сара лҳәеит. Бара акы бзымдыруазар, ани быздырам, ари быздырам, ани быздырам, нас са снашәымго бара. Акагь бзымдыруазар, уа шәзыҟои. Надарка Ҟәбаа ахазына, иҩыза аибашьҩы ахазына, Тҟәарчал дышҳамаз, илҭахыз аԥҳәыс. Аԥсуа ԥҳәыс иахьлыхәҭоу лыҩны лхаҵа иныҟәгара. Аҟәыд иабысҭа ичаԥанык рбызиҿаҵозар, убри иҿаҵа. Иарбану? Ҳара иахьҳахәҭам. Аԥсуа ԥҳәыс лхы дақәиҭтәны, лыбз дақәиҭтәны, илԥыхьашәо зегьы лурҳәар, амит лҳәоит, убри азыҳәаны, дасу иахьуахәҭыԥу, иулшо, аиҳаб дуӡӡа, иумдыруеи, иаҳҳәахьаз, иҳауҳәахьаз. Сеиххеит сыҭҳамадацәа, аҭакәажәцәа, аԥсуаа, рыцҳа сҳәеит, хәба-хәба нызықь роуазар сҳәан, мышкы-ҩымш рыла ахаан аԥсуа паспорт змоуз ирзыҟаҳҵеит. Иабаҟоу, амыз ҳаужьеит, убри азыҳәан суҳәоит, ҳара ҳаишьцәоуп, иеибаҭаху ҳауп зегьы. Аԥсны абра уҵаауа удәықәлар, иеибаҭахым, иеиуам аӡәгьы ҳаҟаӡам. Атәым ҳәынҭқар даҳхыччо,
ҳаӷа даҳхыччоит ҟашәымҵакәа шәааидтәалан, иамуазар уара акабинет шәыҩналаны, ашьа шәҿибахуа шәеибабҟа иаҳа еиӷьуп, ажәлар еизганы, ҳархагахан ҳахьцо ҳзымдыруа, са схаҭа сықәҵны Сочи сцахьеит уара, сызшәыхәаԥшуа мҳабацари. Аԥсуаа аибашьраан иҟаҳҵоз еиԥш шәеидгыл. Ачачхалиеԥҳа данноугоз, уаҳа патриотцәа аибашьцәа Надар Хазына сызкәыхшоу еиҭасҳәахуеит. Сшәыҳәоит сшьамхарсны, ажәҩашәа сыршьӡом саҭашәымҵан, ԥҳәыс гаӡак деилагоуп апенсионер илҳәо закәи ҳәа шәҳәаргьы, са схы сеисмырҽхәар, сыӡбахә сымҳәар, аӡәгьы иҳәаӡом убри азыҳәаны, сыҷкәын заҵә жәибжь шықәса ракәын ихыҵуаз, таҟәарчаԥан Тҟәарчалнтәи сыԥрит. Кишмариа Мираб Аполлон Шынхәба снапы кны вертолиот сҭагәаны, автомат ааганы схәыҷы заҵә исыркит. Схәыҷ иаб уахь дақәаҳҵеит, Тҟәарчал апарк аҿы дыжуп. Ашьыԥка змам, ауаҩы дыҟаӡам, ашьыԥка змам аԥсиоуп. Иахьа зегьы гхак ҳамоуп, аиҳабы инаркны ахәыҷ иҟынӡа. Аха уаԥсуазар, аиқәаушьазар, ашьыԥка ианаамҭоу изыриашаз, уи ашьыԥка имоуп ахьӡӡам. Суҳәоит ианаамҭоу ушьыԥка риаш, ҳаилоумҵан, ҳаумырӡын, Аԥсынра сшәыкәыхшааит саԥсуаа, сашьцәа схәыҷқәа зегьы сшәыкәыхшааит. Абзиара. Ҳаҭыр зқәу ҳауаажәлар, зегьы даараӡа сшәеихырхәо, иахьа абри еиԥш иԥшьоу ашҭа зныкгьы шьапылампылсцәақәак ршьаҿа ҭарымгалацкәа абас еиԥш аизара ду абри ахымҩаԥаагоз. Саргьы сыхәҷымхан ижәашықәса сырҭысхьеит. Ҳаԥсынра иахәҭанагахьоу сара сеиҳа идуӡӡаны ижәдыруа, араҵарауаа шәрацәоуп ажәлар, анхацәа. Ҳхьаагьы, ҳгәахәагьы еицеиҩызшуа Аԥсны жәлар ҳауп. Убыс ҳашьцәа, ҳара ҳаԥсынра агәаҟра бааԥсқәа ирацәаӡаны иақәшәахьеит. Иҳалнагахьоу аҳәаанырцәҟа хатәгәыԥхарала ҵарак иахҟьаны Урыстәыла иаланхо ауаа, нхыҵ ҳашьцәа баӡақәа, ҳажәлар зегьы исҭахуп есқьынагь ҳаизыӡырҩлар ҳәоҩқәшәарала. Ҳара аҟазаара иаҟамзаара иҳанҭагылаз ҳажәак ниҟалеит, ҳҳәа уиқәшәеит, ҳшьа ибауит. Даара ҳазхәара иаҳамбацыз ҳҵеицәа, ҳашьцәа, ҳаҳәшьцәа аурыс милаҭ инидкыланы аҳәаанырцә ҳашьцәа, нхыҵ ҳашьцәа иҳахәоз зегьы ршьақәҭаны лыӷраӡыла икәабаны ҳаԥсадгьыл ҳархынҳәеит. Хә-миллионк иааз ақырҭуа ҳаиҿыҵит. Уи данаҳмыхәо еибашьрала дҳажәлеит. Ҵарала далаган ҳҵарауаа ирымуит, ҭоурыхла ирымуит. Аинтеллигенциа ес-жәашықәса иҿагыланы еибашьуа хәшыҩдыррала ус ианаму мчыла далагеит. Уаагьы акгьы илшәмыршьеит, акгьы илҳмыршьеит. Убырҭ жәашықәсала ҳара ҳашьдырцалахьан, ес-жәашықәса зны ҳаиқәшәо. Дареи ҳареи ҳҽанеилҳарга,
أن إن شاء الله ضل يحمى وحيحلز خوجك حينوتسق ينخن هاي بشريحنا تزحوي بشرا ويحرشتنا خوجك أمالك خسوي تزرت ويخيد يجبد يحاخ بخو أري دارش خاو بزجيح خاو أري زما يزجير خاو أبري خاي حاخ بخو رزي بكو ألت شاتتو تبخي حاخ زجبد أباسي بشو أطبش زدوكوا أصدق شكولكوا خبركوا يلباني توز زبكو يشكرقونا شكسك يشكسر ونطقا يالك زن يحقلوا زوسقن بيام تنكاب الكسندري با الكسندر زلطنسكي با يايز زجدرود أبري بشيقي تزينقي قزجبادو أحوانرس زيجي قرطوا حشتي قرطوا أبري حق غرقلز خادو سيحامو ببريو ببريحي بزرشا سرطار الله ريش أسحوا وسياسر بشو سزدروم أخب سبر الدرلا أبرتاجلر شبيالو سرقسبيالو يقول زم أجلر رينوتسقا أكرهن دچكاور بشوا جاش بسرا خيجتي راول جمكي با حاجن با حبسنا هند كرجام أجمعوا خوني خايقة خيط ويأجلر يجدرود ما تورسي نقوم قتقام بقابش بستاشكو قدنقلز بشش بسا خوش بسا ديفا قوان ناس يسوش بويبش خوزد سيد يشو فرقلر سياكوي قد هند كرة سراسة خقلر ينقص قو ييخو زيقريخو ينقص قو حييحو زجدرود أتشو خوشباك ودو داك درتيد أتششكل ركيد أو آخزن دوكا يكبر خيد حربجيزم تزقري حب ريزيدنت يوب حويد أما إن شاء الله روات حويد أبسنا هند كرة دا بريزيدنت خيدز ويزم خيطني وششكل كنا شوك درتيدها أغرقن شي وري نمك تشوز كتو وري ودزم وبريزنا بيكو هاي لحكا رحتخو أجلري خبري يبشز حرام دارو جموخو يوزق خزق خميلتو خنت أبسنيكن خو حي حنا حانرس يلن خو أسفت هند كرة أنشوك قلز أخص يشتري بربسنيكن خوز يا خن تربطل يمتزيت خرا ورسطلق يا جزجرة شوك يجدرو حربريقو أبس وميلات حو نيكم شا حبسات لحظك تزوم وريا يعني حقولو زال يجلر حجرات دا شكرقوي تنبا ياي وزر خاصاش حمدزم يعني حقولو زيخا الحين تكررت اختراني جباي قيتز ويز خزوم عجلر حقنا هاي بخزارو جاشك سيرا يقاني خياز بجيز ترنياز أسجقوما بزيقوما ورخز خزح حمتي بود أطرح حنخلق خز خزيت وندرا
أبرجي خزخزاح حسرة داري وديو يقلوزر سبجزة حوي قاني خيوش شوما حراريو حوما عيلي باكار أحسب حنت كرش وحرقلب وري نقز قوي نقزم قوي شخاخو بشوش برتو بزيجا شاي حيتخرب حد يلحشب عبش متسكي يحتب أجل رح الجوياكم با يشني نقز قوي دحو قلرطا أيش يقرطا شقيتا أجل الزق شقاني خو بس فود أما شرن شيقو بزن اختار حاجة الحين تكرر يخشوا أو يردوا يقو أسبردوا يقو قرصوا كعايز لتساشا خشوي بزيلا حرا عادنا سوابتسا حد سخران الحين تكرر سخران اختار شوك حرقلو الحين تكرر شوك قلو وبريح الشاجي في رباد أنت يحيي رباد أنت سخول بساد ميمش حساس حد زيجا أياشم يقاد أياشم يفنزاد أنت سخول بساد Руководитель Бугульского отделения МССР Беглова Тимур. Здравствуйте, уважаемые делегаты съезда и здравствуйте, уважаемые гости созыва. Справедливости ради можно сказать, и это общеизвестно, что находиться в оппозиции и критиковать легче, чем быть во власти и принимать решения. Но давайте зададим риторический вопрос бывшему долгое время в оппозиции, а ныне действующему президенту страны. Какое из тех требований, которые вы выдвигали к действующему тогда правительству, какое из тех требований, которые вы выдвигали к действующему тогда правительству, вы удовлетворили, придя во власть? Прошел целый год. Что изменилось в Абхазии? Молодежь как и была, так и осталась невостребованной. На фоне существующей демографической катастрофы мы прожигаем наш потенциал и обрекаем себя на постепенное и безболезненное вымирание народа. Мы говорим, что нас мало. А что делает наше правительство и государство для того, чтобы нас было больше, чтобы мы были сильнее и счастливее? Почему нет программ, стимулирующих молодые семьи? Почему нет государственных проектов, поддерживающих молодежь в начинаниях? Молодой человек, который хочет обзавестись семьей, вынужден рассчитывать только на семью. Родители, родственников, которые не всегда могут потянуть такую ношу. И знаю случаи, когда у безработного молодого человека рождается второй ребенок. А ребенка воспринимают как обузу, не говоря уже о третьем, о четвертом ребенке. Чем может заняться невостребованный, неопытный, неосведомленный молодой гражданин? Все догадываетесь об одной из актуальнейших проблем для Абхазии. Но пока мы не поймем, что это беда не только самого молодого человека и не только его семьи, это беда всего народа. Пока мы не поймем, что это беда нашего государства, и подход к этой проблеме должен быть государственным, мы также обрекаем себя на постепенное вымирание. Понятно, что на деле наша республика зависит от внешних факторов. Много говорилось о том, что Абхазия находится на дотационной игле. И многие выражали определенную озабоченность по этому поводу. На государственном уровне вначале действительно были объявлены какие-то конкурсы на бизнес-планы, проекты. Но кто-нибудь из вас слышал об открытии нового завода или фабрики? Давайте экспромтом перенесемся мысленно на Сухумский рынок. Находясь в стране, которая является родиной сыра, мы покупаем для мамалыги так называемый сыр по кличке Колобок или по кличке из ведра, изготовленный специально для нашего потребителя за пределами Абхазии. А что мешает нашей республике стимулировать создание сырного производства, фермы, птицефабрики или так далее? На государственном уровне необходимо создать комиссию из профессионалов, которая изучит рынок сбыта, определит приоритеты и посодействует, если надо, и организует создание
нужных для страны современных технологически оснащенных производств. Появится здоровая конкуренция, которая урегулирует цены и качество. Появятся новые рабочие места, сформируются коллективы. В стране будет интересно и перспективно жить. Эти производства не обязательно аккумулировать в столице. Можно и даже желательно создавать их в сельской местности с целью оживления села. Ведь именно благодаря селу наш народ донес до сегодняшнего дня свои традиции, обычаи и, самое главное, язык. Сегодня же с болью в сердце констатируем, что в село ездим чаще лишь на похороны. И даже иногда сталкиваемся с ситуацией, когда после похорон родные покойного закрывают дверь дома и разъезжаются по делам в столицу. Дом покойного пустует до 40 дней, потому что все заняты по большей части в столице. В селе сегодня людей невозможно удержать. Например, лично у меня есть большая потребность впитать нашу историческую ментальность, изучить корни, обычаи, знать детали Апсуара, жить в соответствии с ними. Для этого нужно пожить в родном селе, пообщаться со старшими рода, но в моем селе все дома пусты. Мы не должны терять корней, чтобы не противоречить прогрессивному стремлению к развитию. Не могу обойти стороной и злободневную проблему экологии. На примере нашего Гулрыбского района могу сказать, что у нас практически нет урн для бытового мусора. Люди вынуждены выбрасывать мусор в реку, что естественно засоряет море. Мы фактически рубим сук, на котором сидим. А что мешает руководству района устранить эту проблему? Чтобы урегулировать этот вопрос, нужна в первую очередь добрая воля. А по сравнению с возможными последствиями, затраты на устранение проблемы будут символичны. В нашем обществе на самом деле есть множество табуированных проблем. Всего не скажешь в силу определенных ментальных особенностей. Да и в рамках одного доклада сложно все уместить. Но понемногу необходимо работать над собой. Во всех цивилизованных обществах в таких проблемах индивиду должно помогать государство. Спасибо вам за внимание. Руководитель общественной организации «Женщины в политике» Агар Таирова Ира Шотовна. Шубзика, Бзилша Абей. Хорошо сидим на островке благополучия, созданной нашим бывшим президентом. А политика шалас-галас нухапайча карфету дацнукана, а нухахану порахтейки тапснахада. Арис гуам хорачок, хажлар анчарая чу, шхала я анадзахаталый, амио кочубгей, хнухачок шой, абас и пшактунчим окопаважлараджа. Арека, тубазуй талхракоракшимнейвайхан, дукпанаднеет, ахаца ихо фазару, ахача абснуну пахгойчхан, айлажира шачу. Аныха кохтаска запснахадай, уива галокушилкир харкана, акарцаге ахатуроид, ижбома, апсу амартатра чхинхей, уиш захамси, апсниго акерсиан уахамаква, хари харгылит, хари яхтуб, шарамчила янкылам нишимопха, яқумдзаку яхчаджавит, уиба. Ажлар шатаран бақало. Шхая шурхуй, ишжей, шташгуйтолзи, штыбкурча ам тагарума, шивагылачарха яхоларцоума. Хаджим бы не выиграл выборы, народ уступил его амбициям, уступил, чтобы избежать гражданской войны. Это говорят не эксперты. Это вывод, как аксиома, присутствует во всех слоях нашего общества, этнических общинах Абхазии.
Хорошо, что дали ему возможность реализовать его мечту, обозначиться в собственной биографии как президент. Главное, именно таким образом мы дали всем и себе в том числе возможность узнать, кто он есть, что он может, мессия ли он. Теперь можно разочароваться и расслабиться. Тоже рассуждение в обществе. С моей точки зрения, это единственный плюс от хаоса в стране с 27 мая 2014 года. Ему не нравились анквабовские понедельники. Брезгливо относился к тем, кто приходил в администрацию за материальной помощью. Ему было выгодно, чтобы голодных, холодных, без средств на лечение было больше. Ему был нужен социальный взрыв. И что теперь? Охрана плотной стеной между главой государства и гражданами, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах. Почему же? Президента парламент не обделил фондом, но, видать, фонд для избранных, для людей, которые внесли посильный вклад в государственный переворот и вообще с 10-летним стажем бурной оппозиционной деятельности. Как нелегко удовлетворить их запросы. Сколько энергии власти и ее фавориты отдают критике прошлой власти. Копают и копают. Если бы наши археологи так копали, нелюбимые вы наши, попробовали бы сделать больше и лучше, чем предыдущие власти, чем огрызаться на наши комментарии в соцсетях. Кстати, о соцсетях. Проанализируйте лайки и комментарии. Много чего для себя узнаете. Если под фото и интервью президента либо нет никакой реакции, либо поставили 2 лайка, то есть 2 человекам понравилось, это вам мало, чтобы иметь представление о рейтинге вашей псевдокоманды. Кадры решают все. Нестареющий лозунг. Ввиду того, что разделенность общества – это наша беда, именно кадровая политика, грамотная, продуманная, правильно ориентированная, способна шаг за шагом создавать скрепы для консолидации. Увы, вытряхивают из госучреждений сотрудников, не попадающих под категорию хаджимбисты. С каким неуважением, по-хамски, грубо выброшены в никуда директора школ, десятки лет своей жизни отдавшие школе. Придет время, с вами поступят еще хуже, и вы это заслужили. Восстановленные судом сотрудники госучреждений не допускаются к работе. Решение суда руководитель телевидения выбрасывает в окно. А где в это время президент, гарант Конституции? Он ничего не решает. Кадровые назначения исходят от известных лиц, регентов при живом и вполне совершеннолетнем президенте. Это серые и опасные для будущего нашей страны кардиналы. Ахунткарра зазнукумгу, юхаз махава, ажларич зырчо, хамапсыма адгилка, аджирмыкка, абхянка, апшага, знапачагара ячу, алахинцара сбойте хапсна. Ажлар шич харагов, ахаянбанза. Айхабыра хунткарра нукургаро, харахчикалас джешету, ажлар инукахгаро пхацазмам, изуранги ехам, анапхгара. Яшрад зхо, шуксокоп и цехо зхо сразцавы, жашук сахгун кадихваз, и сеху дукамха, данай,
Кятла, Мцила, Чархарала и программа Ргичма. Ашевскую зыге анхае ацхрара яхтар тхахам ахахьейча хабхашахтла дурхучуамаз арасахон хала анхаюна патах хайнасна да ануркалы теха арасам ахыгаран яспыртва зашахт анышкалахвей ахаваха умсит айхабыра хамацглейт. Вивишба май ахыс, а законом их зырханхуада. С моей точки зрения, лишенная благородства, мелочная, мстительная, примитивная власть, к тому же некомпетентная, априори не способна, не может работать на единство народа, продолжит развитие, определить главные приоритетные задачи и сконцентрироваться на их решении. Остро обсуждаемый вопрос, продавать или не продавать недвижимость негражданам Абхазии. Рауль Хаджимба недавно заявил, что ограничения на продажу недвижимости будут сняты, то есть зеленый свет проблеме, что может иметь вполне предсказуемые, неоднозначные для нашей демографической безопасности последствия. Этот вопрос решается в разных странах по-разному, с учетом собственной ситуации и национальных интересов. Глубоко в вопрос президент не вникал. Видимо, в очередной раз кураторы его прижали, и он сказал «да». Есть ли выгода? Да. Не больше ли рисков? Не стал себя утруждать кучей вопросов, всплывающих в связи с этой проблемой. И в качестве аргумента президент сослался на то, что все равно имеет место незаконное приобретение недвижимости и что лучше его легализовать. Так ли должен был сказать президент, гарант Конституции, который должен демонстрировать приверженность идее укрепления законности в стране? Ничего удивительного, что при правовом нигилизме власти общая ситуация с криминалом приводит нас к хаосу. Господин Хаджимба, вы не стали президентом страны, а стали знаменем части ваших сторонников, которые вцепились в свои должности мертвой хваткой. Второй год я не услышала слова лидера. Второй год я не услышала речь президента суверенного государства. А ваше заявление о том, что торговля через Ингур может стать серьезным источником пополнения бюджета, ваши предшественники обвинялись вами в предательстве за отсутствие железного занавеса между Абхазией и Грузией. А если бы они сказали нечто похожее, что вы сказали теперь, с вашей же подачи стали бы их на кострах, наверное, сжигать. Вы, президент Хаджимба, популист и только. Нужно развивать реальный сектор экономики, вкладывать в производство, как откровение, как мантру произносила бывшая оппозиция. Но как только через разбитые окна ворвалась во власть, никаких шпаргалок, в смысле никаких программ, идей. Наверное, полнейшая амнезия произошла на второй день, когда ожидались обещанные Хаджимба перемены. Никаких реформ, перемен. Самая наглая ложь – это обещание повышения зарплат и пенсий в разы. Откуда он собирался их брать? Из российского финансового кошелька? Если так, то мечта кучки революционеров, мечтавших сделать из российской финансовой помощи кормушку, до сих пор под ударом. А где новые рабочие места,
Сотни рабочих мест мы потеряли, когда новая власть перестала финансировать уход за фруктовыми садами. Выброшенными на улицу оказались рабочие и строительной сферы. Власть рапортовала об успехах Рицинского заповедника. Кто знает достоверные показатели туристического сезона? Лолуа, мол, на Рице порядок наводит. Хочу получить опровержение слухов о том, что туда влезли новые лица из сторонников Хаджимба. Ни президент, ни директор заповедника никак не смогли отразить натиск новых дольщиков. Случайно познакомилась с женщиной из Адлера, которая продает турбилеты на Абхазию. Чуть ли не каждую секунду мы отправляем автобусы с туристами в Абхазию. Но туристы недовольны, что должной чистоты и порядка на Рице нет. Грязно очень на Рице, сказала она. Делайте выводы, Самохваловы. Урыстолы хари айкшахатра хабжан. Халазмуркваз. Я кургон исход халазмуркваз. Хюнткарра ругоразы агугра хазтуз. Ахапснахипшимра таха знамтуз. Одну копиамчкой, узхан пи оппозиции, хатала хаджим бархудархуна, а чуцек шахатра чахаргей. Узхан, а театр Абхи Гылана, а вице-президент Ахаран Судицус, знапей нызхуз яхаз раса арцтахуб, уэйк шахатра инакуршина, яхирудр Гыларан юко, айк шахатра коюба, юко ачажара корыла, дургур херпиха, حابخر تتقلزا شويزجي حمام حشار تجبوما حيتشخوز حيحبرا ربصر زيت والجوك يخجي رنبور زينشكما айнуцкат я ускор министры абснахчера министры ираску айк шахатраква дуаханпи яуэй ишгамхарге ишедушкалар акход. А парламент абзар хтурыхаджипш ейпш хамлацыз гупюк аластома депутатша иждырват уртхиdzхала. А уйди щитха, а узбартат процесс ялаху. А депутат, а узбарте парламент и дрбжоб. И коллегатша дрыхчойт, и пхарщадзун. Своих не сдаем рхе. А приватизация зуруз объектыз, а цартуша ныргаз, а депутат шарбжевик, ай фимпропха аджгиреем хей. Яха рмал яцарцой. Руалафаху, уяцу надбавка захдзу, а хэнткаррат машиновка, нчаще зман уйтарту бензин, а бартку загехэнткарра ялцна, ажлар и рыгырхна, низауа, а парламент япсома хэнткарра зухан. Апсуар хэнткарра амч агурарымгохан зинеет. Апснахада кагимыцбозар, апыза министра кагимыцбозар, зушхинейвада, зшахузар хода, ашачхара Путин илай дырхан хрома, заквила ауапсырар напатарвит, а телехопшразы уэй облышкай рыма гунамдзара гурамгара ашко ахадаихдзала. А жака хыем хай, а депутат Шагилара Дамхтуб Хасаров дыргылет. Рнапкатуан яцаки сомуху кабинет Айлазара рнапкоштыхна далархыта телехопшрай хабысейтах. Верните абхазское государственное телевидение народу. Это не частная лавочка Ходжава и ее толкачей. Апсфила хаштейт, а закон анышкылейт. Ишпачакала, хыхейла точзы, и тымбызшоп. Чызны уир рычхарымаст. Ехаат рачы кондуэт яртный разхом, хаджим ваид гылайца. Урастылы харяхайзы хазащику яхайз юдахой. Анквабда прыхагов шхон. Яхачу шпако.
Анохзе, ежиже бы сентябрьзе, шакаясыз шашзада, Игачрой, шизыпшиз, шейханы, айк шахатры шаказала кенапатвери язхияз, изтамлой, апсныз хыштиуаз, апараква. Наша экономика без рубашки родилась. Ею так занимаются, чтобы ее не было. Новая власть обещает поддержать выращивание коз. После тунга, который собирался Хаджимба в свое время выращивать в Абхазию, это наисвежайшая экономическая мысль. Не забудьте, правда, при этом абхазянку, нашу пчелу тоже возродить. Рабочих мест новых нет, а сокращение бьют по карманам самых незащищенных социальных групп населения. Построенные при Ангвабе объекты не открываются. Люди ждут, когда откроются сады. Противники абортов, вы сначала решили бы этот вопрос. Сокращение штатов в действующих садах. Не сокращаются только привилегии чиновников и олигархов. Вы загнали страну в тупик. Грабят, убивают, избивают. Ехабасхак ажлар зейзазе. Амц щукупчий. Это пощечина по некомпетентной, ненародной власти, что мы вот так сегодня собрались. Обманом, обещаниями, популистскими лозунгами вы никого теперь не удержите, а созидать вы не способны. Что остается делать? Признайте обвал своей политики, избавьте страну от дальнейшего развала вашими руками. Уважаемые соратники, со спрутом надо заканчивать. Ни президент, ни премьер не контролируют ситуацию в стране, ее контролируют другие. Если не закончим со спрутом, вместо социального государства, правового государства, безопасного общества мы получим мафиозное, клановое, маргинальное общество, квазигосударство с кучкой всевластных олигархов. Нужна ваша воля и нужна ваша поддержка. Удачи! Хацырзку ажлар, шейзрақу еснаг абзирақу ризқы зайд. Яхе Аԥсны ҳнакалаҟы зықьҩыла шәеизеит, избанзар шәгәы рҭынчуам, шәақәшаҳаҭуам аҳәынҭқарраҿы иҟоу аҭагылазаашьа. Ҩашьарак акәымкәан еилаҳкааит, шықәсык аԥхьа Конституциеи, азакәанқәа еилаганы, аиҳабырахь инеиз амчқәа ажәлар рымаҵ аура шрылымшаз. Аха апрезидент иҩызцәеи даара рҽазыршәоит амцҳәара, ауаа реилыхра. Идуӡӡан иҭабуп ҳәа шәасҳәоит иахьа ҭагалара ианаамҭоу, шәусқәа нышьҭаҵаны абра шәахьааҩыз. Агәра сгоит иахьатәи ҳаизара ишацу аилибакаара, аҳәоуеиқәшәара, ачҳара, ҳара ҳаҟара хәынтә еиҵан, маиз еизаны ҳконституциа еилазгаз, аха абра итәоу аӡәы уиз аус ихы иаҭәашьот ҳәа сыҟам. Дорогие друзья, я хотел бы поблагодарить мэра города за предоставленную возможность выразить благодарность личному составу Министерства внутренних дел Республики Абхазия за то, что вы так с честью и достоинством поддерживаете правопорядок. Уважаемые друзья, спасибо за приглашение участвовать в съезде политической партии Амцахара. Но мы рассматриваем этот съезд и как наш, потому что, как известно, с недавнего времени несколько общественно-политических организаций, в том числе и АПРА,
объединились в блок оппозиционных сил Абхазии. Я позволю немного остановиться на причинах этого объединения. Наши оценки социально-экономической и политической ситуации в стране, сложившейся в результате деятельности нынешних властей, абсолютно совпадают. Это первое. Второе. Наше мнение едино и в том, что действующая власть не способна изменить ситуацию к лучшему, не способна или не хочет. По этому поводу можно долго спорить, но верно только то, что и первое, и второе одинаково плохо для нашего государства. Но более всего нетерпимо то, что речь не идет о каком-то краткосрочном временном провале работы. Речь идет об отсутствии у властей конкретной программы действий, следуя которой можно в перспективе вывести страну из глубокого кризиса. Власть не смогла вразумительно объяснить обществу, какими путями и средствами она намерена решать вопросы государственного развития. Власть, не имеющая никаких представлений о путях развития, целиком и полностью переложила эту задачу на Центр стратегических исследований, заказала за большие деньги разработать некую стратегию. Наверное, многие согласятся с тем, что логично распустить правительство, не способное выработать программу, и заменить его этим самым Центром стратегических исследований. Тогда хотя бы было понятным, кому оппонировать. На протяжении 10 лет оппозиция не сумела ее выработать. Обещали представить программу в течение 100 дней после вступления в должность, и это не смогли сделать. Второй год мы только и слышим какие-то логически несвязанные, порой взаимоисключающие заявления. Мы наблюдаем шарахание властей из огня в полымя, бесконечную кадровую чехарду, как способ уйти от ответственности, отвлечь внимание. Наблюдаем принятие решений, которые резко ухудшили положение крестьянства. За год с небольшим дважды произошла смена правительства, трижды сменены министры внутренних дел. Где-то кого-то снимают, назначают, передвигают, используют, как любит говорить президент. Но при этом ничего к лучшему не меняется, и это неоспоримый факт. Но судя по тому, что происходит в кадровой политике, становится очевидным, что никакой команды нет, и в помине нас просто обманывали. Скамейка запасных оказалась пустой. Власть неуклюже пытается обвинить нас в попытках дестабилизировать ситуацию, расшатать лодку, упрекает в слепоте и глухоте, неспособности и нежелании видеть грандиозные перемены и ошеломляющие успехи президента и его команды. При этом большинство граждан страны не покидает ощущение того, что таких управленцев и мастеров своего дела они уже видели в лице героев многочисленных басен Крылова. Постараюсь еще раз перечислить очевидные для нас проблемы, которые не решаются, несмотря на клятвенные обещания и периодически совершаемый обряд коллективного умоления властей и ее адвокатов. Итак, в нашей стране, наверное, нет общественных сил, которые не понимали бы, что процессы строительства полноценного государства очень сложны, зависят от многих аспектов, могут быть растянуты на десятилетия. Через это прошли все состоявшиеся страны. Но ни одна из этих сил, кроме Форума народного единства Абхазии, во главе с его руководителями, не доказывала абхазскому обществу, что все можно изменить к лучшему за считанные месяцы, начиная буквально со второго дня возвращения во власть. Только лидеры Форума народного единства во главе с Хаджимба публично клялись, что они могут этого добиться. И хочу заметить, никто их не принуждал давать такую клятву, никто за язык не тянул. Нас засыпали обещаниями, часть общества в них поверила, другая часть решила подождать, убедиться в реальности их осуществления. Повинны ли мы в том, что это оказалось пустым звуком, обманом? Конечно, нет. Эти реформы не требуют больших финансовых средств, а для того, чтобы начать их реализацию,
уже было достаточно времени. Создание общественного телевидения. Вместо этого мы были лишены возможности доступа на телевидение. Хаджимба озвучил предложение по выдвижению кандидатуры премьер-министра депутатской группой в количестве не менее 11 человек и предоставит премьеру право самостоятельно формировать структуру и персональный состав своего кабинета. Назначение на должности председателя контрольной палаты, генерального прокурора и другие должности представителей от оппозиции. Хаджимба настаивал на том, чтобы был принят закон об оппозиции, разработанный партией «Эра», которая предусматривает финансирование оппозиции из средств государственного бюджета. Действующий президент, будучи в оппозиции, настаивал на том, что необходимо снизить налоги, отменить налог на землю, провести реформу правоохранительной системы. Я перечислил только те обещания Хаджимба, на реализацию которых не нужны большие финансовые вложения, а времени для их осуществления, я повторяюсь, было предостаточно. Нам обещали реформу системы власти. Оказалось, что имеется в виду обычная ротация состава комиссии по конституционной реформе и обсуждение каких-то мелочей, не имеющих большого значения. Это забалтывание проблемы. Никто не требовал от господина Хаджимба поделиться президентскими полномочиями с парламентом. Это была его инициатива, которую он неоднократно озвучивал, находясь в оппозиции. Никто не понуждал господина Хаджимба в ходе предвыборной кампании подписать соглашение о формировании правительства с учетом количества набранных кандидатами голосов. В ходе борьбы за власть бывшая оппозиция нас уверяла, что помощь от России не столь нужна, что есть скрытые внутренние резервы, что они будут незамедлительно задействованы. И это позволит в кратчайшие сроки повысить уровень жизни граждан. Так ли это? По прошествии года о каких улучшениях мы можем говорить? Что произошло в реальности? Громко крича о новых достижениях в абхазо-российских межгосударственных отношениях, власти тем самым пытаются прикрыть полный их провал. Выяснилось, что российские деньги все же нам нужны. Неоднократно приходилось слышать от действующей власти упреки в адрес предыдущих руководителей Абхазии в том, что в результате проводимой ими политики ухудшились российско-абхазские отношения. Что они называли ухудшением отношений? То, что в период с 2009 по 2013 годы было подписано более 80 межгосударственных и межведомственных соглашений, или то, что нашу страну с официальными визитами неоднократно посетили Владимир Владимирович Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, Рашид Нургалиев, Николай Патрушев, Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Валентина Матвиенко, Егор Строев и другие видные государственные деятели России. Кто из высших руководителей России посетил нашу страну за время правления Хаджимба? Сколько соглашений они подписали, которые дали новый импульс российско-абхазским отношениям? Теперь нам пытаются внушить, что так было и задумано, что таким образом власти переводят страну на рельсы саморазвития. А в чем заключается это саморазвитие? Как правительство зарабатывает деньги и строит самодостаточную экономику? Может, прав форум народного единства, заявляя, что мы ничего не видим? Может, действительно создано новое производство, новые рабочие места, сформирован благоприятный климат, и в республику потянулись вереница инвесторов, а мы и не заметили, как выполнены предвыборные обещания. Тогда покажите нам, слепым и глухим, где это чудо происходит, в каком районе Абхазии. Может, выполнено обещание о развитии села и сельского хозяйства? Хочу подчеркнуть, что речь не идет о новых сельских дорогах, школах, сельхозпроизводствах, созданных действующей властью. Нет, мы этого не просим, но нам непонятно, почему власть создает дополнительные проблемы крестьянам, обложив их налогами, умышленно сбивая закупочные цены на орех. Вдобавок ко всему, правительство намерено ввести налоги на ввозимую продукцию, что неминуемо приведет к росту цен. Почему власть, которая говорит о своих достижениях
не может спасти ранее заложенные, так необходимые нам фруктовые сады, на которых работали сотни наших крестьян? По какой причине не открываются вновь отстроенные прекрасные детские сады и другие многочисленные объекты? Если правительство не в состоянии решить такие простые вопросы, как ввод в эксплуатацию и сохранение того, что было сделано, то почему мы должны верить в то, что руководство может решить более сложные задачи, связанные с развитием государства? При этом власть с завидной настойчивостью штампует новые уголовные дела, которые разваливаются в суде, вызывая откровенные насмешки в обществе. Возможно, мы не заметили глубоких преобразований в сфере здравоохранения, что к тому, что было сделано, удалось добавить действующей властью. Подскажите, в каком медицинском учреждении Абхазии изменилась ситуация или хотя бы начаты преобразования? Подозреваю, что ни в одном. Форум Народного Единства, а его устами власть упрекает предшественников в том, что они накопили долги за лечение наших граждан в российских клиниках. Хотелось бы получить ответ на вопрос, значит ли это, что лечить тяжелобольных соотечественников, пусть даже в счет последующей оплаты, не было необходимости? Значит ли это, что государство должно снять с себя ответственность за трудное положение своих граждан? Такие упреки, по нашему глубокому убеждению, безнравственны и циничны. Разве мы можем констатировать, что правительством предприняты меры по стимулированию рождаемости, снижению уровня смертности? А разве не бывшая оппозиция утверждала, что в стране катастрофически опасная демографическая ситуация, допущенная правительствами Багапш и Анкваба? Что сделала действующая власть для ее качественного изменения? Какие меры приняты, о которых мы не услышали? А если не приняты, то когда? В чем социальная ответственность этой власти? Что у нас в системе образования? Чем мы можем похвалиться? Если мы не окончательно ослепли, то ничем. Как работает закон о государственном языке? Мы не будем углубляться в школы, дошкольные учреждения, в вопросы внедрения государственного языка в повседневной жизни. Мы только зададим вопрос, почему власть, которая обвиняла предшественника во всех грехах, сама нарушает ею же пролоббированный закон? Почему высокие государственные должности в руководстве Республики Абхазия занимают люди, не владеющие государственным языком? Для некоторых из них он, между прочим, должен быть родным. Почему они не отправлены в отставку 1 января 2015 года, то есть с момента вступления закона в силу? Получается, что власть не хочет жить по законам государства, которым она пытается управлять. По-другому это не квалифицируется. Могли бы вы назвать страну, граждане которой обязаны, вынуждены знать другой язык только потому, что вице-президент, вице-премьер, министры правительства не знают государственного языка? И другой вопрос: зачем вы загоняли себя в угол, настаивая на вступлении в силу этого закона с 1 января 2015 года? И здесь, к сожалению, власти не хватило способности продумать другие механизмы реализации программы развития абхазского языка. Мы ни разу не получили вразумительного ответа на эти вопросы. К великому сожалению, максимум, на что способна власть и ее адвокаты, очередной раз обвинить нас в попытке дестабилизации обстановки и якобы в желании взять реванш. На самом деле, это после вашего прихода страна отброшена на десятилетия назад. Это вы растоптали Конституцию. Это вы на протяжении десятилетий, никогда не признавая итоги выборов, угрожая проведением люстрации, углубляете раскол в нашем и так далеко не монолитном обществе. Таким образом, что мы имеем в итоге? Отсутствие команды, способной принимать выверенные управленческие решения. Второе. Провал социально-экономической политики. Третье. Отсутствие динамики в развитии двусторонних абхазско-российских отношений. Четвертое.
игнорирование властями законодательства и конституционных прав граждан. Пятое. Ухудшение криминогенной ситуации в стране, доказательством чему является резкий рост преступлений, в том числе тяжких. Шестое. Непринятие реальных мер по конституционной реформе. Седьмое. Нежелание властей привлечь основные общественно-политические силы к совместному обсуждению проблемных вопросов. Этот список можно продолжить. С учетом изложенного, во избежание обострения ситуации и выхода из острого политического кризиса, считал бы целесообразным и мудрым решение об отставке президента и назначении новых выборов. Благодарю за внимание. Резолюцию зачитывает Беглава Тимур. После принятия резолюции слово имеет председатель независимых профсоюзов Азарет Айдар. Резолюция 6-го съезда политической партии Ам-Сахара. Съезд политической партии Ам-Сахара, заслушав выступление председателя партии Алхаса Алексеевича Квитыния, делегатов съезда, а также приглашенных руководителей общественных организаций, входящих в блок оппозиционных сил Абхазии, посвященный сложившейся социально-экономической и общественно-политической ситуации в стране, и учитывая, что требования резолюции предыдущего съезда партии Ам-Сахара и принятых заявлений были проигнорированы руководством Республики Абхазия. По всем пунктам президентом не проявлена реальная готовность к диалогу с оппозиционными силами. Шестой внеочередной съезд политической партии Ам-Сахара подтверждает выводы предыдущего съезда и считает, что установившийся путем государственного переворота режим не смог и не способен обеспечить данные обществу требования. Расценивает публичные выступления Рауля Хаджимба и его окружения как угрозу расправы над политическими оппонентами, вплоть до провоцирования кровопролития, что сделала власть по существу антинародной. В связи с этим съезд решил: первое. Признать руководство Республики Абхазия антинародным, неспособным и не желающим достижения национального согласия и полноценного развития абхазского государства. Второе. Выразить недоверие Раулю Хаджимба как президенту Республики Абхазия и требовать его немедленной отставки. Третье. Требовать от Народного собрания парламента Республики Абхазия назначения новых выборов президента Республики Абхазия. Четвертое. В случае, если Рауль Хаджимба не примет решение о собственной отставке, в ближайшие дни мы совместно с блоком оппозиционных сил объявляем о народном сходе. Резолюция принята 6-м внеочередным съездом политической партии Ам-Сахара 22 мая 2015 года в городе Сухум. Так, резолюция еще не принята. Мы принимаем резолюцию, поэтому чуть поторопились, но ничего, молодой, справишься. Резолюция, которую вы прочли, согласны с такой резолюцией? Значит, кто за принятие такой резолюции, прошу проголосовать. Против есть? Нет. Съезд продолжается. Отправляем людей к президенту. Резолюция принята 6-м очередным съездом политической партии Ам-Сахара 21 октября 2015 года. Значит, слово представляется
председателю профсоюза и независимых профсоюзов Азарету Айда. Ажлар ейзаз, бзаапсыз года хақчы качхара хақчы, дәкші старый көкіп голу, дәкші бәйта сгод нас штаха имтозда я хақчы. Амтеке до Азерет. يخا إجمالة الصفوف أرى أكحت الصوف أخي أيزر الدو أمسخرا نمي فرقل أخر سمن خلقهم وباشر الجالس التي حدث حوازر يدروا أبسط فرخاتا أيدرال بارس الجيب ودون يباح يرواشي ويشكم أكا أرجندا غاري كايبا سمان بغاري كايبا يروباش أتنشا الخاص بسكولن يروشوان بسكولن مدالن وبسكولن يقتل دوت خرد يشتارت دوت خرد يوكوني يشتارت تشبيع نبوي ويبارك دم وبسكولن جيركون حاجة بتقول خارج الشمال يا خاتي أبي قرر إن الدوي عايمو أشار وبريوسكن يردر كلون أبصار الدو وصال خزرتون يمي فارقو كيكي يخضلوا يخيال زيشير ينبدو نقلاق تيجي يجي من بين الطبعان والسموم يوجد الخاص الاكتفاء سلام سنزور الزوج يفتي أرجو يقيد الخاص الاكتفاء حاجة وينسكو يعيد ويزمكو ينكمكو أين يأتي حمام يحبجوك يخيجين أبسي حضوري علي أمين يسوس اليرو الوزاري علي يسوس دوم شيري الحق هبا دوم الحنجيل بمتاي كيزاشا يحتقون والكاس حيكون حيكاجنا حوازر الدين أن يحتقون خاص أجاجر السيزوج أباقة القلوب أي بس أباقة القلوب جبل نخو أباقة القلوب كذا يحل قبيل ذي يشكاوي الشكادوس وزيرو مخا سبحانه وتعالى حذرك إذا كذا على سيني جيب الشيخ أرأي إذا خيس إذا برسنت يشيط الخزر ويا مار الخزر وعام الخي أرخنا ما أقصر برمان الخي أرخنا يا خي أرخنا وقت فمش نقرق يقول القانون حراء حجلس لبهم فنجري ببرسنت وعام وصل كرم الدم يحلقون الزواج يحلقون الفابريكا الجلوس تطلع أحكامها أكمل رقمتين يا أخي خاش يسمو حابي عيبس يا خيق شو شكلخين جيت كررات الجيش عبد زير المو يسكن تدارس كنو بس يخرج ده درس هاي حلسوها قوب تحسنوا واحضروا احتروا وبريقون حيقون تيسيبوا ساس تيسيبوا جبيوك حيسرون حساب حلق الحلق الانكار ستمزع في أرجل يقول في وشي يقولون زقمي يرجع يقول دام حوا يخاف يزنم بجيش رون دوم فاجندا يرزنم دوم يخاف ريبس في حمو يدو منيسترسا ريمة تقوليك حقتو هيكا يتحدث دوم يحق دوم ويابي دكاش يسمو ديبوتات سهل ينصل أبجي حري
تعرفوا يقصدون ويقول تعرفوا ماتشي ربجي ماتشي وشتا ساعات دول شرايخا بسخارة فقرة حنتقولها بعد الرسول بخليها يجرى نقول كان قد عبسوا طرفة وعبسوا حمدا يرد الكرة ديخان عالي قلتاز يقيتاز كنتوا زفتارة ساساد جميل كعسلات قد حبساد جميل بسرسكين عمسوا جباع الشرقوم زيج أكتابر الزيج حمل حفظهم أرض حلقة يرد حركتهم خلقهم البيت أيما كيف يقول أقصر الشرطن يخلق الجاد أبو الفضول قد فتح الحرب أكيد خبشلام وإذا كان أردت أن ستوتي تحدث أو بتزام إذا حجوا عز الشيء تحدث وزوم هل يحمل في الأورجانيزاسيون كيكا وصف الدوس إذا كان كل اسم النقوة حامل بغاش بنتوندا لتفلحة حمل ويريد يقدم الزقان يقدم الكونستيتوشن يريقوا يمو يميغان بلو ويأكثر يقدم أخوان في يمشى هاي بيشي يعلقوا أبي كلام أقول شو من الجوزة نشو كل دولة تسيرها يخاف شكل الغوب قبل تريوني أجل فلوع الخير حول أجل خافق فرنيقوا طبانا بنسمه وادي شكل الغابها لو باش كيف يكون الجير باش دامسو أبات في الجير حراي سمسة الزمخة زعوة ناقص ده في الجير أباري الهش تسيس حراي ششمال ذاكرة حكيم شيء حراي حول شيء شكوجيك الجيح الجير في سمسة ذاكرة أوات حراي أفضل أطر يوم أطر تقى أبو الزرع وشمشرة يحمل تتحمل فيه ما هو تحمل تتحمل فيه تشريع بيتي شوكا ذا يرسي أريد حسابنا شوكا العدل فيه شركة عن سنة شوي شركة عن سنة نقول بزاقين لكلمة جنبا أبريب سلسان وحاقب سنة أكتاب الزلزال يحدث كل أبريب شقو أكتارا أحسن حلقة الرشقة يقوى يخام يمتيبا أرين أنت يقوى في سنتي كومبيتيون بيجبور كسكيزولو ويعيش رشمالو يدرقوا بسيستيسا روح على حقم حوام الوراقة سنوات образования السيوز أيضا السيوز في شقة الجراح حلقهم وبرياحهم وقتارة في رجل كورسيجير وقت زنجة رجل كوري ويبشر سبحانه بمسكسر الله أكثر شسكوي ما يريد استيخان أفنسلات يوصل ممزارة أميس يوصل سبشوي أبريس أخوال سفراتنا نطلقوا أقصنا يمشي جناح عزل الأعرز أحسن ذي سبشوي دبيل سنفر عزل الزير سبشات خلينا حسنيات الزير سبشات يشسف في الله في حبرها يسيغي كده قدرها تلزو وسط الدخائل تلزو من شاء الله عايز رمى في البوت وبين الزنا وسر وسرشة في الكاد على حوى دلال ننسكي سباح وستاقلتي شنقلب شوى قلب حاول رمى في الزرزة حضر تلشاق الكاد رمى تلشاق في الكاد هذا يمو عبسنا فرخاتها أتار كلوميا أجوال الزرز لا الله أي زرقا أي زرقا أنا مرتاحه أبصر الوالد أنا خالد أستاذ أبنكار الجوال أبحث أبي أوسقا أي زرقا الله كاجو وبسن شايفا يكاد دراسة تقولي راسات كيف جوال يدخل البيت أبنكار النطقة أتجوز أراح النطقة أبل السبيدة أي وشاجرة أي سخرة رجلي حمى
راح طناح كنا بشوا يعبط أجار رجونا مزادا أخا آخرج الصوت مج يتسك وحكار أبستاذنا مشكلة ينجدون أرى أمزي يجيبزبا أخا يشتح طلبا يتجبنا أبزي يشيل كتاتا يكبنا يوينالا يوينادال راحتر سمانتر روسكا رلا يكا يعصنا يحبو أخا أتقول زعشة الله أسف أخراكم سنة أبحى أجحزوش زون شزلك بيا أتقول زعشة رحصة يمشرمو وتي وقاشتكي يخسر خمس غدا الشغل ركعات خشوية صلاة الخطير جزاوسة خزنة مجدزة تمشي نسكر درجة حوالي مزجة ابن كارزجة يحا يخد خصبيانا خريع اشتزوان ابن كارنا خدا اكاد بالجلد الزايرتو صفحة غا عجناي أبرا يكاش كان قل غزعتو أكاد عجوا وبرنا قل جلرزي دي ريزر أسخط غزشتوش وبسقن شرية إنشو حس نقط يكاش سيجدو بندخارة أقدام يزبان خود شرك الزر ودخار أبسو جبقابة أبسو خاصة يكون في كابة يخلشت يخزنا أشارك دشتو أحيوان أشداخ زكزو دناغ بلد أكر غيتيك ليسر يقمش إماءات جنة وبرسدا أفضل قسط غدالغو وبس قيصر يراجعه يستنجي أفسر أشهر يجي أبشر أبسنا экономика тяжела дальше и бьение взрывает. Язык о стратегии старом, язык уже вынужден миллион. Уе хабар избей, а рассказы какой-то раскрыто, а президенте кто-то, а ему концертука. صفحته واحد عشان دراسها سراء سزخيو أجمع صورة أخبرين الزباد يكي وخير تلميذ ينتظروا أجمع شنوك بدو يفنقوا يزوتوا يشركوا يشكتوا يشناتوا يشعتوا ناس أبغى البدو وبرزج تلفزيون لا يزال تلفزيون يرى يحجربا ويشرب ساسمو سراج مبارك تقول أفش يخشو أوات يدارا وترتقى الزيو سرا برجل سوق عن خليل مر أفش مجبورا بيعلا عشان أذكر أجمرتن ويلا экономика систем خرالة. Иди обшара, 5 миллион газовушку, обсна, араб, араса, а мандарина, обрезать казана, язык такой газара, мрахта,
иҟоу хдыруазароуп. Изуп ҟьаӡоу ианхаҩымоу, уара еиҭауҳазар иԥхьаӡа аналог ақәырҵарц, уи араса иақәырҵеит. Рыцҳарас иҟоу акәтаус цқьа ирзымыӡбеит. Избанзар акәты мышкы иҵоит, мышкы иҵаӡом. Ахьшәашәара ныҟәо шәырҭгьы иҵаӡом. Убри ашьхьотчик ҳәа акәтаӷь зыԥхьаӡо, убри рыхшыла изхом, убри рызхәыцыр, убригьы аналог ақәырҵарц рзы иҭоуп. Убри анаҩсан иахьа ҳахьгылоу абри аҩыза аԥшӡара, аԥхьаҟатәи абиԥара, абри аҩыза жәлар рылаԥш адхало, сара сгәы сыхьуеит, сеимаа сшысоу абри адәы сахьыԥшыр. Абри зыргылаз ичеимкәа иргылеит, ажәлар ирԥырхагоуп ҳәа чымыз ҭакын. Иахьагьы ишьҭымҵзар, шәара избот, аҩадахьтәи аган, аладахьтәи аган, ииашамкәа азхара бетон асмаиамам ҳәа ижны икажьу, аҷырқәа анхаҩы иҭихуазар, анышәҭеиԥшоит иаанхаз ажәла ыҵамбаац. Аҳәоуп аҷырқәа ныҵанахлак адгьыл зны иаанзыжьуа. Мариа Ивановна Царова шәанаџьалбеит абри аҩыза аӡаҵалан иԥхасҭахар ажәлар рзы иԥхасҭами. Сара усазҵаауазар жәашықәса апрограмма еиҵоуп. Убри жәашықәса даҟазар цқьа избом ҳапрезидент дыззеилымкааз ԥыҭҩык ыҟоуп. Шьоук ԥхашьоит, шьоук уацәахеит, шьоук аҭыԥқәа зиҭаз, урҭ зиицуа, иҵегь деилыркаар ажәлар. Ус иҳаиагӡар аҳәынҭқарра зегь раҳа ахә змоу ауаҩы ажәлар аԥсуа жәлар ирыхӡыӡаатәуп. Ари аҩымш иҳаҳауала ахӡыӡаара акәӡам, ашьахаҭәара ҟаҳҵоит ҳәа игылоуп. Иишьуа дызус нада, жәашықәса дыззықәԥоз аҟәардә иахҟьаны аԥсуа жәлар ишьакаҭәара згәы иҭоу ауаҩы аҳәынҭқарра ныҟәгара иқәнаго-иқәнагаму уи ажәлар реизара ду аҿы уаҟа иалацәажәазар акәхап. Ара ацәажәарақәа раан ус рҳәоит, иахьа мышкала уаҵәы аӡәашьахь иаҳагьы шәарҭара ҳҭанаргылоит. Ҳара иахьынӡаҭаху имырмыцхәыкәа мчыбжьык жәамш рышьҭахь ҳхы ааидкылан жәлар реизара азхәыцраз иахьӡу мҩаԥаҳгоит. Ажәлар еизганы араионқәа ауаашьамцан ашьакарақәа ҟалоит. Ицаз ауаа аусура шәамаҳкуеит ҳәа иршәаны, уаахыш-ԥшьышьак еизганы агәашә илагылоуп. Ҳара ҳхы иадыҳәҳәаӡом. Дара иҟарҵазеи? Ҳара ажәлар рыхшыҩ, ажәлар рҟәышра убри ҳақәгәыӷуеит. Азҵаарақәа ҳарҭеит. Ҳара съездахь зықьҩык ауаа ракәны амандат змаз. Ишәзаанкылома ажәлар ҩбахԥаны зықьҩык еизарҳәа. Ҳара ҳхахьы ҳгеит амцахара иалоугьы, иадгылоугьы, аӡӷьеиԥш ҳажәа есқьынгьы наҳагӡоит. Ҳара съездым иҳамаз асъезд мҩаԥаҳгақәа раҳҭоит. Ала ишәаз аеҵәа еишьыжьха, ушьҭа назхоdo усҟан ажәлар ирҳәо ҳацныҟәароуп. Ажәлар шәааиахьырҳәаз, ҳнеиуеит ахьырҳәаз, раԥхьа ҳгыланы ҳнеиуеит убысҟан. Иахьала
Асиел, Игона Задакшара, убрихак Мукотазгев, يدوني دبوب حجاز خديكا أيمن حسن يخصص عارف رمشة استاذ رمزية دبس رمزية شو بياخو شنلك كشكر كورك تنخرج عن جاهزة هواي مشهورك مزاد أمشر أملاط عملة أشيار ألات أبير ألات أبركات ألات أي خطر الله أي خطر الله دافع الرنوتة سريش تفهم أتبقى مالي أي مركنا أبسوي أشاك شمتي كركر أبرقنا سبو وبس إن شاء الله المرشيمة بخطرة إياشا بخطر Жулары ойда тері бірді лапас бияна бұр, дәрі шыла